Це дуже важливе відео, яке потрібно обов'язково розповсюдити, показати всьому світу ті події, які відбуваються в Білорусі. Розказуйте всім, розповсюджуйте всюди тільки де можете. Будь ласка, хто може, зробіть іноземною мовою субтитри до цього відео. І зробіть так, щоб максимальна кількість людей дізналася про те, що відбувається зараз в Білорусі. Дякую вам, друзі. Вітаю, друзі! Я хотів би сьогодні звернутися до всіх вас з екстреною заявою з приводу тих подій, які розгортаються в Білорусі. Наразі режим Лукашенка настільки боїться, що затримувати почали людей набагато активніше, ніж раніше. Після акції протесту, да і під час акції протесту були затримані люди. Як тільки відгортаються камери, тихарі приходять і затримують опозиціонерів. Хотів би звернути увагу всієї світової спільноти на цей акт вчинення агресії проти людяності і проти прав людини. Агресія направлена також на придушення свободи слова в Білорусі і свободу вибору, тому що виборів без вибору не може бути. В Білорусі не дають реєструвати кандидатів опозиційних, арештовують кандидатів опозиційних, роблять все, щоб дискредитувати взагалі опозиційний рух. Оскільки Лукашенко зі своїм режимом просто так не здаються, ви, притомні білоруси, як люди, як ті, хто може боротися за свої права і не хоче бути придушеним все своє життя, повинні приходити і підтримувати своїх політв'язнів, яких закриває режим Лукашенка, повинні починати боротися з режимом Лукашенка набагато активніше. На одного затриманого у вас повинно з'являтися 10 лідерів, які будуть очолювати протест. Якщо 10 цих затримують лідерів, у вас повинні з'являтися ще 100 лідерів протесту, тому що всіх вони не зможуть всім закрити роти. Я, як українець, підтримую вас повністю в вашому бажанні бути вільними і незалежними. Я повністю вас підтримую в тому, що диктатури не повинно існувати на теренах Білорусі, братської нам країни. Хотів би вам показати, що відбувалося. Зараз будуть вставки відео, на яких буде видно, що відбувалося під час, там акція ще не закінчувалась повністю, під час акції, і що відбувалося після акції, коли всі почали розходитися. Також я вам хочу показати обличчя тих тихарів, які вчиняють розправу, тому що заключення в тюрми – це розправа над тими, хто не згоден з тими речами, які відбуваються в Білорусі. Друзі, приходиться перезаписувати постійно відео, і тому так довго все це робиться. Зараз оновився список затриманих. Список затриманих на 7 червня: Мінськ, Олег Бобровський, Валентин Фролов, Вероніка Міщенко, Павел Северинець, Ольга Ніколайчук, Усяслав Пашкевич, Олександр Грачишніков, Олексій Ананіч, Антон Антипау, визволений. Пишуть, що визволений він. Плюс ще як мінімум 2 людини. Гомель. Це був Мінськ. Гомель, Олександр Шаблін, Олексій Думянськов. Я хочу сказати, що загалом зараз по тюрмам приблизно 950 людей знаходиться у всій Білорусі. Я вам обещала, что я доберусь. Я добралась.
Так, Вероніка з нами, і буде це далі, тому що треба такой пригожості гонор обороняти. Тому будемо периодически снимаю маску, чтобы вы видели, что это я, потому что мне пришлось изменять внешность, для того, чтобы сюда добраться. Ми як справжні партизани на Комаров. Да, вот, кстати, я хотела про это сказать. За что меня сажали? Я вырастила одна-двоих дочок, осталась одна. Витаю, Сейчас громко, да. Я хотела про это сказать. Вот мой отец во время войны, он точно так же был диверсантом, ходил по городам. Это было, Беларусь оккупирована фашистами. И сейчас я его дочка, спустя 75 лет, когда Лукашенко устраивает парады, почему-то в родной стране, в родном городе, я должна прятаться. Я должна быть в подполье сидеть. Моя дочка должна быть в подполье, ее похищают с улицы. Так чем отличается этот режим от того, который был тогда, фашистского? Вот Сергей выпустил на канале Станкевича видео, где он говорит про Гитлера. Идиот какой-то у власти, фашист был, что я могу сказать? Я могу то же самое сказать. Идиот какой-то, фашист, что можно про него сказать? Тільки що розмовляла з жінкою, її помістили у психіатричну больницю, коли вона почала повідомляти, що відбувається. Це ті ж самі репресії, які були протягом під час СРСР. Те же самые технологии, методички не измениваются, отрываются? Я думаю, что нет. Они сейчас почему-то забывают только про главного сумасшедшего, которого давным-давно пора уже туда отвезти. А так, ну как бороться? Кого-то в СИЗО, кто там не сломался, там новинки, там не сломался, прессовать на работе и так далее. Но это все действует до поры до времени, пока не собирается вот эта критическая масса. Как только она собирается, эта критическая масса, все. Люди, вот он сейчас, Павел вчера сказал прекрасную фразу: Лукашенко сейчас тушит пожар бензином. Так. Он сейчас вот делает то, что он мог сделать опять так элегантно, как обычно. Всех нас зарегистрировать, там мы бы стояли на пикетах, потом бы борщеварка посчитала, сказала: ну простите, извините, там ходили бы к нам нарушения, снимали бы нас, да, там за митинг и все. Нет, у него так сорвало крышу, что он начал, вот стоят куча ОМОНа, везде оцеплено сотни человек ОМОНа, дармоедов. То есть он за то, что люди вышли на выборы, он их пытается давить ОМОНом. Но опять-таки мы знаем, сколько людей ОМОНа здесь, и знаем, сколько по всей Беларуси. Он просчитался, что это будут выходить в каждом городе. Если раньше это все стягивали в Минск, быстренько давили, то сейчас они, вот Валентина на прошлой неделе привезли в уголовный розыск. Там сидели опера, которые были свои как собаки, потому что они считают себя кастой, которая борется с преступниками. А их заставляют, людей ни в чем не виноватых, которые выполняют свой закон, их заставляют ловить этих людей и допрашивать. И он называет нас отмороженными радикалами. Поглядите на меня, я отмороженный радикал. Я настолько отмороженный, что вышел с микрофоном. И он теперь готов стрелять по нас. По людях, по мирных людях стрелять? Якой холеры? Ким он себе уявляет? И он теперь вырашил, что он может узрастись подар Миколая и посадить надалі. І он ким собі уявляє? Ягайлом? І он хоче створити собі Ягелонський королевський двор? Ну, коли он Ягайла, то ми, народ, будемо в этой битві Вітовдам. І нехай він поїде як з Киргайла з Полоцку. Браво, Вячеслав! Ніяк інакше. Белорусы, давайте прочинаться. Только мы отказаны за свой лес. По Конституции только белорусский народ має владу. Ми – это влада. Ніяк інакше. Нельга их до гэтага доводить. Крый нас, Боже, от крови. Коли белорусов почнут стрелять, белорусы сойдут у лес. А стрелять они добро умеют. Лукашенко, не доводь людей до греху. Сыходь! 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 Треба, каб ён пачуў наш вокліч. Народ перамагчы немагчыма. З ім можна воевать, яго можна нейкі час абкрадаць і прыніжаць. Але перамагчы народ не здолеў ні один диктатор. Таму мы з вами верым, можам
Переможем! Верим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Зараз на відео ви можете бачити момент викрадення Павла з Северинці. Машина пошли! Представьте, что вы! Зачем забираете? Руки моя! Животные! Что ты сделаешь? Что, давить людей будешь? Давай дави! Давай дави! Бегут, ну не что? Сразу забирайте у него! Отлично! Забирали? Люди забрали человека! Выпускай! Бля, там еще ОМОНовцы внутри. В сторону. Отпустите его! Успокойтесь! Отпустите! Отпусти, сука! Животные! Павла Северинца задержали только что! Павла Северинца, самая Октябрьской площади вели, мы здесь ехали! Ужас! Так, а теперь снимайте наши трофеи! Тут нас міліція. Напевно, прийшли нас підтримати, так? Живе Білорусь! Живе Білорусь! Зручно було. Не поддаемся на провокацию. Милиции ганьба, хай идут своей дорогой. Я думаю, они хотят долучиться, покуль еще не готовы. Живе Білорусь! Гэта чоловік, який змагався, змагається і буде змагатися все життя, покуль дихає. Вольга Николаевич Ілик. Живе Беларусь! Белорусы, я, конечно, не Жанна Дарк, я Ольга Николаевичик, и 52 годы мне уже. Жанна Дарк была молодейшая. Таких белорусок мужных на Беларуси вельми шмат. На Беларуси все женщины пригожие, таленовитые, але счастья няма, скраут, таракан, вусатый козел. Хочу попередить вас. Не чапайте, тут ходите до смерти, не чапайте вы их руками, мыться после долго, не подходьте до их близко. Яны чекают, как мы их за каўнерчик потузили, а после яны насадят на криминальный термин. Не чапайте их, хай тёгаются, они дотёгались уже. Международное право існує, Гага існує, международное право никто не отменял.
Яны мусять задуматися про свою будущину, про будущину своїх близьких, які будуть самі після виходити їх в могили і червонеть при кожному успоминанні про этого чоловіка, який став мусором, який не став на бок народу, який обслуговує банду. Хочу звернутися до тих, хто сьогодні нас глядить по стримам. Не бойтеся, приходьте сюди. Тут вирішається льос країни. Інакше діти ваші застануться у гэтому концлагері, у гэтай турмі, у гэтай моральній клаке, яку пропонував нам диктатор. Не сидите дома, прошу вас, коли буде здесь 100 тысяч, хотя бы 10 тысяч, людей повыпускают. Лёс Таткевича, лёс Тихановского залежить от того, сколько нас тут зараз. Тут мирный сбор подписов. Можете прийти, навіть коли ви підписувалися вже. Приводьте своїх знайомих. Будьте тут. Тут дух свободи, тут черга свободи і сумління і годності. Глядите стрими, бачите, Олеся Круткину погрожає кримінальна справа. Учора блогера маті приїхала з Полоцка з передачі. Передачі беруть тільки у родних. І він відкрив і сказав, не прийму у тебе передачу. З сьогоднішнього дня до виходних заборонено, хоча на сайті можна. Разумеется, это здек над белорусами. Блогеров закрывают. Я сидела 4 дни в оточении. Я не могла выйти из хаты, сегодня ночью я съехала. И тому я сегодня тут, дякуючи добрым мужчинам белорусским. Я закликаю вас, приходьте сюди, здимайте стрими. Хай на Беларусі буде не один блогер Тихановский, а мільйон блогеров Тихановских. И ще хочу такую обвестить речь смешную. Может быть, у этот раз, может быть, наступным разом. У слойки клеим на 3-литровые слойки вусатого таракану и пишем на квиток у Хаагу и сбираем по 1 копейце. После этого можно приносить ему на Маркса и ставить на приступки. Каб'єм мел у один бок квиток у Хаагу. Гаага його чекає. Він хоче нас розстрілять. Він хоче нам нагадати Киргизстан, где расстреляли тысячи мирных протестантов. Так я ему хочу нагадати про Чаушеску, який його чекає. І зустріне, сумує у пеклі Чаушеска. Я хочу Лукашенку нагадати про льос іще одного диктатора, якого у совєтські часи порвав свій народ за здеки і за катування. Ось, і тому зараз ось ми, може, поставимо який пакет, напишем на им маркером на квиток вусатому в Гаагу и будем кидать по 1 копейці. Ён і гроша ломаного не варты, але ми скинемся, назбираем ему. Живе Беларусь! Не приходимся, приезжайте! Комаровка, это наш шанс! Момент затримання Ольги Миколаївич Снимаю. після мітингу. Та, що виступала. Фамилия ваша? Позор вам! Позор! 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 Мне удалось вырваться от них и приехать сюда. Посмотрите на этих людей. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Дорогие собры, давайте скажем: Лукашенко! Сябры Вероніка Міщенко. Розповідіть, будь ласка, що відбулося? Мы попытались уйти с митинга, но они, конечно, мне не простили того, что мне удалось уйти в Гомеле и вчера от них. Поэтому с нами пошел Тихарь.
Мы заметили слежку, перешли через скрытый рынок на ряды, остановились там. Я увидела, что он смотрит, нас сопровождал мужчина, который, по-моему, смотрел за тем, чтобы мы могли уйти, чтобы с нами ничего не случилось. Мы начали на него ругаться, говорить, что он вор, почему он за нами ходит, он, наверное, хочет у нас что-то украсть. После этого он остался на рыбном ряду, передал там уже остальным. Мы подошли к кофейне, зашли туда, там хороший кофе, и посмотреть, что там делается. Тут их несколько человек появилось, и они сказали, что ну вы понимаете, что мы за вами. Я говорю, понимаю. Тогда подождите, стойте, мы сейчас вас заберем. Я сказала, нет. Почему я должна вас слушаться? Вы мусора, предъявите мне удостоверение. Вы непонятные люди в штатском. Кто вы такие? Почему я должна слушаться? Начала кричать Ира. Вы воры, вы похищаете людей. Мы начали вдвоем громко кричать и звать на помощь. Я сняла себе маску и начала кричать. Люди, снимайте, я Вероника Мищенко, меня похищают в Комаровке. Они испугались, они начали звать помощь и говорить, что давайте быстрее, потому что собирается народ, сейчас будет много людей, они тут кричат, они это самое. И они все время пытались меня остановить, но мы вырвались на Курмана, там эти кафешки, много людей, я всем кричала людям, снимайте нас, доставайте телефоны, снимайте. И мы с Ирой кричали, ругались, они все равно не останавливались, их становилось все больше. Потом к одному из них я подошла и сказала, представьтесь мне, кто вы такой, представьтесь мне, они ни в какую. И я с него сдернула маску. Он мне тогда сказал, все, теперь у вас будет уголовка, вы напали на сотрудника милиции. Где сотрудник милиции? Так удостоверение я и не увидела. Никто из них, они пытались, второй тогда схватил, чтобы я не кричала, схватил меня за руки и потащил в пустое кафе. Но я повисла на руках, вывернулась и побежала сюда, господи. А к паркингу, ну, я... Нет, не к паркингу, вот эта улица, как Куйбышева. Я побежала к Куйбышеву, а там очень много людей стояло, как раз был красный свет, я бежала и кричала, люди, снимайте, помогите, меня похищать. Помогите, здесь какие-то преступники на меня напали и хотят нас похитить. И выехало такси, мы вскочили втроем в такси и попросили таксиста, чтобы он подвез нас к Комаровке. Он, кругом все оцеплено, они передавали по рациям, он развернулся, подвез нас сюда, я сразу выскочила к журналистам и сделала заявление о моем похищении. Поэтому они вот сейчас ходят, они, поймите, они больше всего боятся огласки, они больше всего боятся вот этих людских глаз, они больше всего боятся быть узнанными, они хотят это сделать в тишине. Они думали, что я буду подчиняться им. На основании чего? Если бы ко мне подошел сотрудник милиции, достал удостоверение и показал, сказал, я сотрудник милиции, фамилию, как они обязаны это сделать. Представился и сказал, вы задержаны на основании, для чего он это сделал? На основании чего я задержана? Что я сделала противоправного? Да, но этого нет. Они наваливаются скопом. Здоровые бугаи, этот, который пытался меня затащить, там где-то 1,90 м ростом, вот такой кабан, с таким пузом по сравнению со мной. И он считает, что я должна ему подчиняться, не спасать свою жизнь, не защищаться от этих преступников. Поэтому мы знаем, как неважно, сорвала бы я там маску, не сорвала. Сергей вообще отходил и был в стороне. Пришить уголовку очень просто. Они приходят в суд, Лена была на суде. И знают, что даже когда нету видеозаписи, они становятся и все свидетельствуют. Так как было в суде, когда они в Верховном суде, когда тут вот есть Артем, Тамара, которые сидели с краешку, да, Ольга на лавочке. А они сказали, что они размахивали руками, там Ольга Кравченко, маленькая хрупкая женщина, размахивали руками, там что-то с них срывали. Они же свидетели на этих судах. И судья выносит приговор, говорит, да, виноват. Поэтому сейчас говорят, что на ответственность там женщина с маленьким ребенком. Они сказали, я не знаю, это правда или неправда. Поэтому по-любому мы преступники. Вельмі багато підтримки ідзе, постійно летить чат. Вельмі велика кількість людей зараз і тут, і у чаті я бачу сябри Вероніка Міщенко. Ми тут, ми активісти, і ми будемо обороняти, як можемо, свої прави і відбиватися від цієї злочинної влади. Вот они двое, вот спиной. Вот, кстати, эти двое. Да, они одни из тех, которые пытались и тащили Вы маску меня. сорвали с него спиной. Вот с этого, да, который Да, стоит да, спиной. да. Только у него марлевая была маска. Повернитесь, подайте удостоверение. Преступники, похитители, покажите свое удостоверение. Покажите свое удостоверение, преступники.
Лена, да, еще скажу. Я хочу сказать, что 75 лет назад мой отец точно так же скрывался от фашистов на улицах наших городов. Сейчас мне это приходится делать. Вот это вот фашисты, это преступники, поэтому они прячут свои лица. Вместо того, чтобы нас защищать. Вот еще один. А, гэта ты хто камеру губляє завсёды. Давайте запотребуємо свободи тим, кого закривали. Тихановському! Матвієвичу! Урманову! Но мы так еще не врывали. Павловичу! Мацкойцю! Політв'язня! Білорусі! Білорусі! У нас новый сябр парк. Я потом познайомлю. 75 лет. Я родилась 2 мая. Меня назвали Ириной. Один вопросе устали, один программ, а потом... О, красавцы. Ну что, Ольга? Пераможем, долучайтеся, приходьте по выходных. Хай нас буде миллионы. Тогда он собздит и свалит. Саша 3, сраку подотри. Саша 3%. Убывай. Тебя никто тут не ждет и никто не скучает. На тебя работает банда, а народ тебе не нужен, но рабов тут нет. Живи Беларусь! Живи вечно! Про гэтыя чорныя фордзікі я вам распавядала. Стаяць. Кагосьці чакаюць, альбо чагосьці чакаюць, не ведаю, чаго яны чакаюць. Всі, хто були на акції, почали розходитися і пішли з Комаровки до метро. Тут ми можемо побачити на відео, показують тихарів. Оцей тихар і той, що там за углом стоїть, теж тихар. Тут зараз буде момент, де третій буде проходити з телефоном. Такі взагалі не паряться, стоять. От цей от за кутком той, що стоїть, це теж за ними слідкували. Ну, тобто незрозумілі люди, які не... Оцей от третій, який пройшов з телефоном, це теж незрозуміла людина, яка приймала участь в затриманнях. Тут вони вже пішли на зупинку, хотіли поїхати. Під'їжджає бусик. От, під'їжджає, коротше, бусик до зупинки. Вони вирішили піти з цієї зупинки, щоб до них не могли добратися так просто. Так. І у нас відбувається момент затримання. От. Напали незрозумілі люди, які не представляли документів, і починають затримувати. Чому ви закриваєте мені камеру, пробачте? Ви хто? Иди сюда! Помогите! Помогите! Отойдите, я вас здимаю. Отойдите, я вас здимаю, вас бачить весь світ. Отойдите від мене. Отойдите від мене, я здимаю, вас бачить весь світ. Только что выкрали меня Веронику Мищенко, только что забрали активистов Народной громады. Забрали? Я здимала так. Серед сябри. Это ненормально. Это ненормально. Надо защищать. Это ненормально, когда вы так. Только что забрали Веронику Мищенко. Распосюдживайте клялась кострым, у нас крадут людей с улицы. Глядите на их. Это просто жесть. Это ненормально, когда вот так вот с людьми ходят. Что вы там все искали?
Дівчата, ви бачили тільки що, мені треба ваші номери. Коли ласка, Олексій, є нечто записати? Да, Нам потрібно як мінімум 2 свідка того, що відбувалося. Да. Это ненормально. У нас крадуть людей з вулиці. Хто там забеспокоєний? Європа. У нас крадуть людей з вулиці. Просто с ничего. Номер телефона, да. Это вообще ненормально. Ми доберемося. Коли б я не хотіли нас схопитися, ми б мене взяли. 29. Сейчас мы остановимся. Це фотографії тихарів, судячи з усього, які займалися зйомками людей, не слідкували за ними і викрадали людей. Так що дивіться, оцінюйте те, що відбувається в Білорусі. Борітеся та поборете, вам Бог помагає. І пам'ятайте завжди фразу Івана Сірка: рабів до раю не пускають. Так що борітеся, брати, сябри, і живе Білорусь!